Сейчас в Казани на улице Волгоградской меняют теплотрассу. По данным Минстроя Республики, в Татарстане изношено около трети сетей тепло- и водоснабжения. За минувший отопительный сезон в республике произошло около 3000 аварий. В городах и районах республики необходимо заменить порядка 9000 километров коммунальных сетей. Плачевная ситуация в Казани. Здесь ветхими признали 70% водопроводных и канализационных труб. Значительная часть трубопроводов была проложена в 50-70-х годах прошлого века. Запас прочности давно исчерпан. В неудовлетворительном состоянии самотечные коллекторы канализации. Количество провалов на улицах города, к сожалению, нужно констатировать, с каждым годом растет. С учетом необходимых финансовых вложений в республике сформировали тарифы на ЖКХ. Из-за специфики инфраструктуры городов и районов везде суммы разные. Самый заметный рост в Казани на 13%. Изменения с 1 июля будут связаны, в первую очередь это касалось города Казани, о том, что по воде, водоотведению принято решение о утверждении именно инвестиционной программы, и уровень платы за воду и водоотведение с 1 июля значительно вырастет по городу Казани с учетом именно инвестиционной надбавки, которая уже заложена внутрь утвержденного тарифа. То есть отдельной строчки на инвестиционную программу ее не предусматривается в платежном документе. За январь у меня отопление 1720 рублей 54 копейка. В такую сумму нижнекамской пенсионерке обходился обогрев однокомнатной квартиры. Сейчас эта и другие суммы за коммунальные услуги вырастут. В городе тарифы увеличились на 9%. Сейчас уже лето, можно терпеть, понемножку дешевле платить будем. А вот зима придет, посмотрим там. Среди городов Татарстана изменения тарифов меньше всего отразятся на жителях набережных Челнов. Этому способствует созданная в городе система коммунального хозяйства. Хотелось бы отметить, что тариф по тепловой энергии в городе Набережные Челны остается одним из самых низких по сравнению с городами Республики Татарстан. Так, в Елабуге тариф за 1 гигакалорию тепловой энергии составляет 2334 рубля. И по остальным городам мы хорошо видим, где находятся набережные Челны. В среднем в Татарстане тарифы выросли более чем на 6%, на газ на 3%, вывоз мусора на 4%, электроэнергии на 4,5%. Средняя стоимость кубометра питьевой воды будет почти 29 рублей. Как отмечают в комитете по тарифам, это значительно ниже уровня фактической инфляции в России, и республика осталась в средней тарифной зоне. 6,2 у нас средний, мы все прекрасно понимаем, выше, чем в других округах. Все равно мы по средним показателям не поднялись и занимаем такие же места, какие были. Это связано с тем, что в первую очередь в предыдущей тарифной кампании у нас были ставки более низкие по средним показателям, чем в целом по другим федеральным округам. И, соответственно, у нас получается фактически мы их еще даже догнать не можем при таких ростах тарифов. Татарстанцы по-разному относятся к повышению тарифов. Нормальное явление. То есть к этому спокойно отношусь. Куда они смотрели раньше? Это же не просто так копилось, не за один день. Допустим, готовы платить. Но я могу, а другие только не могут, а других тоже надо думать. Ну, это, конечно, нам не по карману будет вот, число. Как пенсионерам тяжело будет нам оплачивать. Мы так-то платим-то. Я помню, у нас 4-комнатная квартира, где-то 10-12 тысяч платили даже. Я отношусь к этому нормально, если честно. Сейчас в стране напряженка, вы что хотите? Все просто так. В республике продолжат действовать меры соцподдержки. Гражданам предоставят субсидии, если их расходы на оплату ЖКХ превышают 1/5 часть совокупного семейного дохода. Заявление на получение субсидий можно подать через портал госуслуг. Право на получение субсидий определяется у нас автоматически, и, скажем, каких-то вопросов по этому поводу не возникает. Я хотела бы отметить, что на сегодняшний момент у нас в электронном виде подается порядка 60% от общего числа заявлений, и я настойчиво рекомендую татарстанцам пользоваться именно этой формой услуги. Квитанции с новыми суммами татарстанцы получат в августе. Если возникнут вопросы, советуют обращаться в комитет по тарифам. Отметим, о проблеме износа коммунальных сетей в масштабах всей страны Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину на недавнем заседании Госсовета. Предложено создать специальную федеральную программу. Сейчас этот вопрос изучается. Дмитрий Айрин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.